эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться на учебу в Россию. В список входят 25 государств. В Амгинском районе готовятся к половодью. Созданы пункты временного размещения эвакуированных. Стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Студентам из 25 стран разрешили въезд в Россию. Об этом сообщило Министерство образования и науки страны. Так, иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате возвращения. За 3 дня до прибытия им необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 и при отрицательном результате получить документ об этом на русском или английском языках. В течение 72 часов после въезда в Россию иностранцы должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов они должны соблюдать самоизоляцию и учиться в онлайн-формате. Сильный ветер прогнозируют в 12 районах Якутии сегодня. Так, в Оленегском, Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Алекминском, Жиганском и Кобяйском районах ожидается местами порывистый северо-западный ветер до 18-23 метров в секунду. Кроме того, днем ветер до 15-20 метров в секунду и метель прогнозируют в Горном и Хангаласском районах. Пункты размещения людей на случай чрезвычайных ситуаций во время половодья готовят в Амгинском районе Якутии. Всего их будет 6. Они рассчитаны на 410 мест. На данный момент главы наслегов заключают договоры с водителями маломерных судов для перевозки жителей в период прохождения весеннего половодья. Вскрытие рек Лена, Амга, Алдан и Вилюй ожидают в первой и второй декаде мая. Кроме того, в районе утвердили план мероприятий по отгону крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места. Также обновили информационно-справочную базу единой дежурно-диспетчерской службы района по населенным пунктам, подверженным подтоплению. 23 человека поставили на учет за хранение или употребление наркотиков в Мирнинском районе в этом году. Сейчас там проходит операция «Условник». Так правоохранители посещают осужденных по статье 228. Под нее попадают те, кто приобретает, хранит или употребляет наркотические вещества. Если человек не работает, значит он откуда-то должен деньги зарабатывать. А чтобы пропитаться, чтобы для пропитания своей семьи и себя, если он вообще содержит семью, конечно. А не работающий человек откуда будет деньги брать? С воздуха он не возьмет, поэтому приходится проверять и бдить их. Условная статья, она у меня уже заканчивается, у меня уже срок прошел, и вот остался последний год испытательный период, год. Полгода, по-моему, осталось. Настоящее чудо реабилитации детей с ограниченными возможностями показывают специалисты Центра двигательной коррекции. Вот уже 2 года его сотрудники работают по собственной методике этнореабилитации «Атаур», главной особенностью которого является работа с биологическими ритмами больного. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой. От работы с Ильей, по словам его матери, отказывались все врачи. У мальчика тяжелый случай детского церебрального паралича. Ко всему прочему, все это сопровождается и другими болезнями нервной системы. До встречи с Центром двигательной коррекции Илья практически не двигался и не реагировал на действия окружающих. Тут мы постоянно занимаемся по выходным, и у нас хоть какие-то, маленькие успехи есть. Он стал улыбаться. Потому что до этого у нас улыбка была на пол лица. А сейчас он полностью улыбается, зубы показывает. Потом эмоционально у него вот эти появились, например, сладкое поел или что-то это. У нас вот это. Раньше этого не было. Но плюс ко всему этому у нас еще вес набрали. Потому что лет 5 мы не могли вес набрать по той, что у нас нервология. Занимаются с Ильей уже 2 года, при этом совершенно бесплатно в рамках благотворительного проекта «Протяни руку». Сейчас на постоянной основе специалисты этнореабилитации работают с 3 детьми с тяжелыми заболеваниями. Вот так вот простукиваем суставы. Этот ритм проходит в головной мозг и по всему телу. Мы задаем определенный ритм. И тогда... Видите, рука начинает. Сейчас он будет сгибать ее.
Каждый сустав имеет свое предназначение. По словам специалистов, этнореабилитологов, они лишь дорабатывают то, что уже умеет делать ребенок. При этом этнореабилитация не исключает и современных методики и технологий функционального восстановления организма. Это и массаж, и лечебная физическая культура, а также нейродинамическая коррекция и тейпирование. Как проводится наша диагностика? Во-первых, она визуальная. Мы наблюдаем за движением тела, работой мышц, суставов, привычными позами, автоматическими движениями. Ну и вторая часть нашей диагностики – это диагностика ритма, то есть изучение двигательного ритма. Попасть на прием к этнореабилитологам очень просто. Достаточно позвонить и записаться. В настоящее время создатели необычной технологии участвуют в конкурсе на получение гранта не только по работе с детьми-инвалидами, но и с теми, кто перенес COVID-19. Сарглана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. Образовательный форум «Профскиллз» для молодых педагогов республики состоялся в Якутском колледже связи и энергетики имени Петра Дудкина. Участие в нем приняли молодые педагоги и преподаватели из Якутска, его пригородов, а также Намского и Хангаласского районов. Участники защитили проекты, разработанные в командах, а эксперты форума оценили актуальность, креативность и широкое применение проектов молодых специалистов. Третий красный и четвертый зеленый. Суть ассоциации – это консолидация молодых преподавателей, профессиональных образовательных организаций, чтобы они видели друг друга, знали и контактировали. Эти проекты они должны дать новые идеи, новые направления для общего стратегии развития системы среднего профобразования Республики Саха-Якутия. 55 семей в Усть-Майском районе переедут в новый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Первую сваю многоквартирного дома установили накануне. Подробности в сюжете далее. Еще в сентябре прошлого года ООО «Энергостройинвест» приступила к строительству трехэтажного многоквартирного жилого дома в каменном варианте по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Муниципальное образование поселок Усть-Мая определили и подготовили площади под строительство нового жилого дома для переселенцев, а строители провели планировку участка и завезли сваи. И только вчера, спустя полгода, была установлена первая свая на трехэтажный многоквартирный дом. В поселке Усть-Мая мы приступили уже к этапу строительства многоквартирного дома. Надеемся, что начальный этап строительства, установка свайного поля, фундамента будет произведено успешно. И этот дом прослужит очень долгое время. Впервые строительство такого большого жилого дома, да еще в каменном варианте на 55 квартир, осуществляется в поселке Усть-Мая. Поэтому руководство района и муниципального образования надеется, что дом будет строиться качественно и в установленные сроки. По контракту у них, значит, срок сдачи это май 22-го, но подрядчик, если никаких не возникнет проблем, то, возможно, будет сдача к концу в декабре 2021 года. Хоть и ждут жители-переселенцы новый дом, но спешка в таком серьезном деле не нужна. Поэтому администрации района и муниципального образования необходимо установить контроль за качеством строительства. На данном этапе у нас ведутся буровые работы. Сваи у нас 8-метровые. Буриться будем где-то месяц-полтора. Это в зависимости от грунтов. Слава богу, пока грунты нормальные, сухие, температура нормальная. Дом рассчитан на 55 квартир, то есть у нас наши граждане, более 55 семей получат ключи от новых квартир. Очень рада, что продолжает работать программа переселения из ветхого жилья и что наш дом по улице Горького, 54 попал в эту программу и будет снесен и построено новое жилье. Мы все замерзаем в этом. Внизу вообще холодина. У нас дом падает. Каждый раз переселение ждем, как Богу молимся. Благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья у 55 семей и одиноких пенсионеров уже в этом году будет новое жилье. Администрация района и поселения свою задачу выполнили. Юрий Таюрский и Тимур Канаев, поселок Усть-Мая.
В России стартовал 3-й сезон самого масштабного командного соревнования для IT-специалистов «Цифровой прорыв-2021». Конкурсные мероприятия будут традиционно проходить в формате хакатонов, форумов, во время которых специалисты в области программного обеспечения ведут совместную работу над решением какой-либо проблемы. В прошлом году на платформе конкурса зарегистрировалось сотни якутян. Какой настрой и у организаторов, и у участников, узнаем у Максима Кардозу. Цифровой прорыв возвращается в офлайн, и у организаторов сразу несколько нововведений. Во-первых, теперь хакатоны будут привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики, например, транспорт, медицина, сельское хозяйство. Всего будет 8 тематических полуфиналов. Также впервые планируется организовать региональные IT-хабы, такие точки притяжения для специалистов на местах. Как бы ни развернулась эпидемия или пандемия, мы надеемся, что наши участники будут иметь возможность прийти и кодить, и участвовать в наших хакатонах офлайн. Таким образом, единомоментно, практически во всех субъектах Российской Федерации будет возможность поучаствовать в цифровом прорыве офлайн, имея огромную поддержку онлайн. С первого конкурса в цифровом прорыве активно участвуют и якутяне. В прошлом году зарегистрировалось 310 человек, а 6 удалось стать призерами на федеральном уровне. Сам же хакатон, он дает толчок к развитию. Также знакомишься с большим количеством людей. Мы до сих пор участвуют же ребята со всей России, и получается там очень большое сообщество. И, соответственно, мы до сих пор с ними общаемся, и если есть какие-то вопросы, можно им писать. Но хакатон – это не только история про общение и обмен опытом. Про награды здесь тоже не забывают. Призовой фонд в этом году вырос до 55 миллионов рублей. За победу только в полуфинале можно получить 500 тысяч. Причем цифровой прорыв уже облюбовали крупнейшие работодатели страны, которые ищут здесь специалистов. Росатом в конце прошлого года они писали то, что они будут запускать в этом году какой-то серьезный проект, и они ищут разработчиков. И просили нас, нашу команду, отправить им наше резюме. Резюме отправил только один разработчик из нас, потому что его это предложение заинтересовало. Регистрация уже началась и продлится до последнего хакатона в ноябре, а финал конкурса запланирован на декабрь. Также в этом году для каждой команды организаторы подготовили масштабную образовательную программу. Она будет включать в себя целый ряд онлайн-курсов, региональных интенсивов и тестирования, по итогам которого участники смогут получить соответствующие сертификаты. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Берегите себя.